Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях на сегодняшний день. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Бойцы 4-го мотострелкового батальона почтили память погибших товарищей и возложили цветы к памятнику. В селе Псху прошла первая за 30 лет масштабная диспансеризация взрослого и детского населения. В минувшие выходные в Абхазии прошел ежегодный Абхазо-Адыгский литературный фестиваль. 19 сентября в Государственной филармонии пройдет презентация 5-й части короткометражного фильма «Участковый чечен». В эти дни, 30 лет назад, бойцы абхазской армии развивали успешное наступление. На третий день наши бойцы уже освободили Бырсху, а также населенные пункты Ликухона и Верхний Киласур, села Адыш и Верхняя Линда. Абхазские отряды освободили развилку Адыш-Гварда. 18 сентября подразделения абхазской армии вышли к Ачадарской ЖД-платформе, к посту ГАИ и захватили штаб противника, располагавшийся в частном доме. На Восточном фронте освобождено село Адзюбжа. Наступление на обоих фронтах успешно развивается. «18 сентября 1993 года в ходе наступления абхазской армии погибли 23 человека. Среди них награжденные посмертно орденом Леона Адгур Иналыпа. Адгур Иналыпа начал свой боевой путь в первые дни войны на Гумистинском фронте в батальоне Героя Абхазии Мушнихвардске. Сын выдающегося абхазского историка Шалвы Иналыпа, вступив в ряды защитников Родины, стал выполнять задачи, связанные с созданием укрепленных сооружений, противотанковых рвов в районе холма Кутышха, совершать вылазки. В октябре 1992 года по инициативе Мушнихвардска с группой товарищей Адгур Иналыпа приступил к разработке оружия для поражения надводных целей противника. 28 ноября 1992 года приказом министра обороны была официально сформирована группа для создания мини-лодки торпеды. Руководителем группы становится кандидат технических наук Адгур Иналыпа. Используя свои связи в Институте космических исследований, Адгуру полулегально удалось достать в Москве оборудование и электронику для создания экспериментального экземпляра. В последние дни сентябрьского перемирия Адгур по заданию разведки в качестве наблюдателя должен был попасть в Сухум и переправить на абхазскую сторону дискеты с нужной информацией и программами. В это время начались боевые действия, и он присоединился к одному из подразделений 2-й бригады. Дойдя с боями до села Яштух, Адгур Иналыпа погиб 18 сентября 1993 года. Память абхазской патриотки Цацы Казанба почтили в Ачимчире. 16 сентября 1993 года, за 2 недели до победы на главной вокзальной площади города Ачимчира, грузинские оккупанты зверски убили и сожгли Цацу Казанба. В этот день в Ачимчире состоялась церемония возложения цветов к памятнику, установленному на месте ее смерти. Здесь же прошел памятный митинг. Отечественная война хранит немало трагических страниц своей истории. 30 лет прошло с того страшного дня, когда молодую женщину, абхазскую Цацу Казанба, прилюдно убили и сожгли только за то, что она была патриотом своей родины и отстаивала право жить на родной земле. В
Вспомнить, какой она была, во что верила и за что погибла. К памятнику в Очимчире пришли ветераны, руководство района, общественность, школьники, родные и близкие цацы. Свидетели тех страшных событий помнят, как это было. Смерть цацы стала одним из примеров отношения врага к представителям абхазского народа. Наш долг сделать все возможное, чтобы подрастающее поколение знало и помнило об этом, отметили выступившие. Цаца была дома, зять не знал, что она дома находится. Сестра сказала, вот так, цаца дома. А он говорит, как это так, убьют нас ее. Давай, говорит, я ее возьму, спрячу. Он ей мужскую форму одел, сигарет дал и вел с дома. А там соседи ее все знали, походкой узнали, сказали, что вон абхазка идет, а вы абхазца ищете. Поймали вот эту железную дорогу, голову разбили камнем, притащили за волос, кинули его здесь, ее бензин облили, зажгли. И ничего ее не осталось. Волос остался чуть-чуть. После войны от плена, когда я пришла, собрала вот столько волос, под деревом спрятала, вот это в гроб положили, а то у нас ничего не было, чтобы в гроб положить. А свекруху собрали, в яму закинули сзади дома, и там грузины жили, и у меня грузины жили. Потом все, когда успокоилось, когда мы все успокоили, мою свекруху выкопали, гроб сделали 2, как будто ее тоже похоронили. В 10-м районе обоих гроб положили и похоронили. Бойцы 4-го мотострелкового батальона в преддверии наступающего праздника Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии почтили память погибших товарищей и возложили цветы к памятнику. Репортаж Рады Чичава. Сегодня, 30 лет спустя, в преддверии большого праздника, бойцы 4-го мотострелкового батальона, как и каждый год, собрались вместе, чтобы пройти местами сражений последнего наступления на столицу и вспомнить погибших боевых товарищей. Приезжаем сюда, то есть, чтобы вы понимали, мы живем, естественно, в разных частях Абхазии, в основном Гудаутский район, я живу в Сухуме. Многие, ребята есть, которые живут здесь, в Сухуме, но в основном это села Гудаутского района. И все, как один, даже не созваниваясь, это у нас традиция ежегодно посещать вот эти места. Места, в которых сейчас мы находимся, это те ребята, которые в одном месте погибли, здесь 5 человек. Вот здесь 3 погибли, еще чуть ниже Дебовая, там Саргуш Адгур и бедный Джигар Баруф. Каждый год в это время мы сюда приезжаем, поминаем. Дней 10 мы шли к городу, к задаче. Взять город. Мы потеряли в последнем бою, можно сказать, для взятия города. Что мы друзей потеряли. Я считаю лично, что мы не зря потеряли. Мы сегодня имеем свободу. Что я могу кратко сказать за Гожба Мирода? Он как отец. Мы всегда он нам говорил, что вы мои сыновья. А Руфик, наш комбат, он был человеком мужества, отваги. Никогда не было страшно идти в бой с таким человеком. Такие они были, такие остались у нас в сердцах. 18 сентября 4-й батальон 2-й бригады вместе с другими подразделениями Гумистинского фронта на северном направлении принимал участие в боях в районе Нижней Линдавы. При выполнении боевой задачи погибли командир батальона Рау Джикерба, комиссар 4-го батальона Мирот Гожба, а также бойцы батальона Алексей Хиндба, Лаврентий Кабахия и Адгур Царгуш. В преддверии знаменательной даты ветераны поделились своими чувствами и болью, и радостью. Нам было по 20 лет, по 20-25. Молодые, красивые, здоровые. Горели желанием освободить нашу землю. В конце концов у нас это получилось. Правда, не все увидели победу. Путь длиною в год, может быть, для кого-то это покажется небольшим сроком. Поверьте мне, в этом была вся жизнь. Один день, который заменяет многие-многие дни в жизни. Я по моей памяти
Были тяжелые моменты, когда вот теряли друзей, когда вот думали, что уже, наверное, дальше невозможно никак. Но, к счастью, все это закончилось, все это прошло. Победа осталась за нами. Больно, что друзей потеряли. Это не одни мы. По всей Абхазии такая боль шла. А радость, что они не зря это в голову сложили. Имеем победу. Что мы достойно это пронесли по жизни, и что больше войны не было. Рассказали ветераны о том самом счастливом, светлом и долгожданном дне, который навсегда остался в памяти – Дне Победы 1993 года. Радость была просто... И поймите правильно, потеряли мы в последнем бою, можно сказать, что друзей. И радость, и горе восполняло больше всего гордость за нашу Родину. Ну, знаете, когда вот сбывается, да, самая светлая мечта. Вот. Это такой был день, великий день для нас. Прекрасно помню, конечно. Опять-таки это был праздник такой, который и со слезами встречали, что ли. Вот. Кому-то было грустно и радостно, кто-то брата похоронил, кто-то сам сестру похоронил. Вот это тоже момент, никогда нас не забиваются, они в наших сердцах всегда останутся и остаются. И дай Бог, что после этого, чтобы мир был не только у нас, во всем мире. Сегодня, 30 лет спустя, особенно важно говорить о тех, кто не увидел долгожданный День Победы, кто отдал жизни за Родину, за мирное небо и светлое будущее. И, конечно, благодарить героев, прошедших 413 дней кровопролитной и ужасной войны ради мира, свободы и независимости Абхазии. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. В селе Псху прошла первая за 30 лет масштабная диспансеризация взрослого и детского населения. Процесс обследования населения проинспектировал министр здравоохранения Эдуард Будба, прибывший в село 16 сентября. Глава Минздрава передал несколько коробок с медикаментами ФАПу села. Кроме того, Минздрав окажет содействие в лечении граждан нашей республики, проживающих в Псху. Все детали в материале пресс-службы ведомства. Первая за последние 30 лет диспансеризация взрослого и детского населения прошла в селе Псху Сухумского района. Село находится высоко в горах Абхазии. Расстояние от Сухума до деревни на автомобиле более 150 километров. Проблема в том, что более половины пути составляет бездорожье. Чтобы добраться до ближайшей больницы или поликлиники, необходимо проехать не менее 8 часов. Десант абхазских врачей, высадившихся для проведения диспансеризации в селе, стал настоящим подарком для псхинцев. Так зовут себя его жители. Для контроля за ходом обследования граждан в Псху приехал министр здравоохранения Эдуард Будба. Проконсультировали, сказали, кому в город надо, кому не надо. Да, будем максимально содействовать. Все, что нужно, какие-то если сложности здесь, если выявили, то мы будем на местах содействовать. И не только на территории, если понадобится, и за пределами республики будем содействовать по всем вопросам. Честно говоря, я даже не знаю. Я просто здесь 4 года живу, именно диспансеризации не было. У населения сделали забор всех необходимых анализов, которые в тот же день самолетом отправили в лабораторию Института экспериментальной патологии и терапии, выделившей 2 лаборантов для исследования. Для более тщательной диагностики при содействии республиканской больницы в село прибыл передвижной рентген-комплекс на базе автомобиля КАМАЗ. 30 человек прошло через рентген. Это меньше, чем за мы делаем в основном легкие. Флюорографию, но есть тоже у кого-то рука, у кого-то спина, суставы. Ну, это хорошо. Люди приходят? Приходят, да. В основном остеохондрозы, сколиозы. Легкие у всех чистые. Горный воздух, все хорошо. Совместно с Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом Минздравом была поставлена задача проведения наиболее полной диагностики жителей Псху. Прибыли специалисты по направлениям хирургии, маммологии, онкологии, травматологии, ортопедии, педиатрии, офтальмологии, неврологии, кардиологии, терапии, урологии и гинекологии. Ну и в основном какая патология? Очень высокая выявляемость зоба. Зоба? Да, очень у подростков и даже у первоклассников. Да, и у детишек, и у подростков. Да.
Бирюзову, да? А вы, вот я смотрю, мы оснастили правильно? Да. Глюкометрами. По гликемии какие показатели? Диабета не было выявлено ни у кого. Если вот у взрослых были сомнительные результаты, мы будем перепроверять. Так вот детки спокойно. Более 60 человек обследовано офтальмологами, 3 из которых, согласно заключению специалистов, нуждаются в оперативном вмешательстве. Мы за вчерашний день практически 40 человек приняли. За вчерашний день. За вчерашний 40 человек? Да, 40 человек мы приняли. И мы выявили достаточно много патологий, скажем так, глаукому, катаракту, ну и так далее и тому подобное. Вы сколько здесь проживаете? 25 лет. Вот у такого большого десанта врачей вы помните масштаб? Да. Вот. А это только начало. Мы будем максимально помогать и не только здесь. Сейчас это первый этап осмотра. Я уже говорил, если понадобится, мы будем в наших клиниках на территории Республики Абхазия, а если потребуются какие-то сложные оперативные вмешательства, будем производить их и в Российской Федерации. Все абсолютно бесплатно. Хорошо? Уролог и гинеколог обследовали население, в том числе при помощи ультразвуковой диагностики. Специалисты привезли с собой передвижной аппарат УЗИ. Для диагностики сердечных заболеваний в ПСХУ транспортировали кардиограф. И какая патология? Ну, у возрастных гипертония, ишемическая болезнь, нарушение ритма есть. Молодежь все здоровая. Ну, все здоровое, ну хорошо. И сделали рентген, смотрите кардиограммы, да, и пульсоксиметр у вас. Все измеряем. Кризы есть гипертонические, нет? Ну, есть, да. Ну, в основном возрастные. Перед поездкой в ПСХУ по поручению министра Эдуарда Будба управление фармации связалось с ФАПом села. По заявкам были собраны медикаменты, необходимые местным фельдшерам. Дополнительно ряд медикаментов, в свою очередь, Минздрав передал в качестве гуманитарной помощи. Дар вашему лечебному, как говорится, ФАПу от лица Министерства здравоохранения. Здесь и тонометры, здесь и глюкометры, здесь и шприцы, и предметы первой необходимости в том плане, что экстренная помощь начиная от дексаметазона, заканчивая лидокаином и разного вида, разные экстренные препараты, вот от, да, и тауфон, и дибазол, и регидрон. Ну, мы старались сейчас наполнить вот ваш ФАП вот такими препаратами экстренной медицинской помощи. После составления статистики заболеваний и окончательного установления диагнозов будут сформированы списки медикаментов, которые нужны для лечения граждан. Все дальнейшее лекарственное обеспечение Минздрав также возьмет на себя. Специалистов много же здесь. Каждый специалист свое назначение. Мы соберем информацию, то, что недостаточно лекарственных препаратов здесь, которые мы привезли, мы, вот, как Эдуард Валерьевич сказал, после информации мы обеспечим. По предварительным данным, кардиологический осмотр прошли 67 человек, стоматологический более 30. 50 человек получили помощь невропатолога, более 40 граждан обследованы урологом, 30 гинекологом. В лабораторию ИЭПИД доставлено свыше 80 общих и биохимических анализов. Содействие в проведении диспансеризации населения ПСХУ оказали ВААК, руководство администрации Сухумского района, глава села Петр Новинкин, руководство Рицинского реликтового нацпарка. Гурген Киракосян, разыскиваемый за побег из СИЗО МВД, задержан сотрудниками милиции. Его арестовали утром 18 сентября в районе села Каман. Как сообщалось ранее, Киракосян Гурген Арменакович, осужденный за убийство, а также незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение и ношение оружия, совершил побег из СИЗО 13 августа текущего года. В настоящее время задержанный водворен в ВВС МВД. В минувшие выходные в Абхазии прошел ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице». Фестиваль ставит перед собой самые большие цели, такие как сохранение культурных связей, развитие национальной литературы адыгского и абхазского народов. До сих пор мероприятие проходило с участием двух сторон – Абхазии и Кабардино-Балкарии. В этом году впервые расширилась география участников, и фестиваль пригласил поэтов и журналистов из Адыгеи и Карачаева-Черкесии,
Карачаево-Черкесии. Автор проекта Зарина Канукова, адыгский поэт, драматург, главный редактор газеты «Горянка». Тему продолжит Сария Кварцхелия. Абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице» открылся в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба. В фойе театра собрались ценители и любители поэзии. Прошел поэтический марафон и награждение молодых абхазских поэтов. Дипломы лауреата Абхазо-адыгского фестиваля «Рифмы на Рице» вручили молодым абхазским поэтам Шазине Буганба и Абзагу Колбая. Выделили вот этих молодых поэтов, исходя из того, что они активно пишут и публикуются. Другое дело, если бы мы провели конкурс, и мы бы увидели какое-то звучание одного стихотворения, но здесь картина другая. Они пишут, и они серьезно занимаются литературным творчеством. На открытии фестиваля выступил вокально-инструментальный ансамбль «Гунда», исполнив песни на абхазском, адыгском и русском языках. Автор проекта, адыгский поэт, драматург, главный редактор газеты «Горянка» Зарина Канукова отметила, что в этом году география участников расширилась. К абхазским и кабардинским поэтам и журналистам присоединились коллеги из Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Министерство культуры Абхазии в ответ на мое предложение провести в 2023 году мероприятие «Рифмы на Рице», в ответ на мою просьбу Давуд Владимирович предложил пригласить участников не только из Кабардино-Балкарии, но и Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Это очень важно, потому что у нас один язык, да, один корень, и мы излагаем свои мысли на разных диалектах, но мы должны понимать друг друга. У нас это происходит, к счастью. Я очень благодарна своей старшей подруге Любовь Сосновиевой, которая поддержала эту идею. И она сейчас с нами в качестве генерального директора фестиваля. Нам очень приятно присутствовать здесь, в этом знаковом месте, на 4-м фестивале поэзии «Рифмы на Рице». Мы всегда наблюдали за Зариной, когда она публиковала отчеты, и всегда хотели принимать участие. И вот это свершилось. Абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице» завершился на озере Рица. Небесная акустика, особая аура, чарующая природа создали незабываемую атмосферу. Стихи читали на абхазском, адыгском и русском языках прямо на галере. Как брошенный канат, качаясь на ветру, где как раздавленный гранат закат течет. Автор проекта Зарина Канукова провела жеребьевку. Из присутствующих выбрали 3 поэтов, чьи творческие вечера состоятся в следующем году в Сухуме, Майкопе и Нальчике. Абхазский поэт Абзагу Колбая выступит в марте в Нальчике в рамках проекта «Чтение на Чагете». Еще у одного абхазского поэта Дмитрия Габелия в июне состоится встреча с читателями в Адыгее. А творческая встреча с читателями поэтессы из Майкопа Сусаны Боговой пройдет в Сухуме в рамках фестиваля «Рифмы на Рице». Между фестивалями продолжается работа. Выходят стихи в переводе на кабардинский язык в специальных рубриках, в литературных журналах и в газетах в Нарчике. То же самое выходят стихи адыгских поэтов в переводе на абхазский язык здесь, в литературных изданиях города Сухума. И сегодня мы намечаем продолжение проекта, и уже известны имена тех поэтов, чьи творческие встречи будут проходить в Сухуме, в Майкопе и в Нальчике. И также мы продолжаем переводческую работу. Мы будем переводить тексты друг друга с такой целью, чтобы молодые читатели знакомились с произведениями ныне живущих, пишущих авторов.
Фестиваль поддержал председатель Союза художников Абхазии Виталий Дженни, который предложил в следующем году провести и выставку художников. Первый фестиваль «Рифмы на Рице» прошел в Абхазии в 2018 году. Мероприятие является частью международного проекта «Круговорот поэзии». А в этом году фестиваль был посвящен 95-летию со дня рождения адыгского поэта, писателя, ученого, заслуженного работника культуры Абхазии Заура Налоева. Сария Кварацхеля, Абхазское телевидение. Третья партия учебников для 8-9 классов прибыла из России в Абхазию, сообщает пресс-служба Министерства просвещения. Абхазские школы будут получать книги по русскому языку и литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории в порядке очереди. Всего на этот раз республика получила 32 749 экземпляров. Делегация Абхазии принимает участие в мероприятиях по случаю Дня города Брянска и 80-й годовщины освобождения Брянщины от фашистских захватчиков. В праздничных мероприятиях также участвуют делегации других городов-бопродимов – Гомеля и Минска, Брянки, Курска, Липецка, Орла, Пензы. Делегации городов-побратимов Брянска принял губернатор области Александр Богомаз. 19 сентября в Государственной филармонии пройдет презентация 5-й части короткометражного фильма «Участковый чечен». Фильм, рассказывающий о жизни участкового милиционера в вымышленном абхазском селе Кумпылкуап. Какие приключения ждут чечена в новой части и с какими сложностями пришлось столкнуться авторам сериала, расскажет Гугуца Варданя. Простая семейная комедия со сценарием из жизни. И, наверное, поэтому так полюбившаяся взрослым и детям. Накануне завершились съемки 5-й части абхазского телесериала «Участковый чечен», повествующим о жизни участкового милиционера в вымышленном абхазском селе Кумпылкуап. Мы находимся в том самом селе Кумпылкуап, где разворачиваются главные действия фильма. Кумпылкуап в переводе с абхазского означает «круглая точка», то есть село, где все друг друга знают. 75. Сыплыть. Главный герой фильма «Участковый чечен», роль которого исполняет Джамбул Чхапелия, пытается добросовестно и ответственно выполнять свою работу, но из-за природной доброты и людей, пользующихся ею, не может полностью реализовать свою миссию. В фильме звучит абхазская и русская речь, однако одной из самых главных задач является популяризация абхазского языка, поэтому большая часть фильма снята на абхазском. Режиссер фильма Михаил Братухин уделяет этому большое внимание, а помогает ему соавтор сценария Джамбул Чхапелия. «Участковый чечен» придумал я в первую серию, когда я писал. Имя чечен сам придумал Джамбул Чхапелия, который играет, в принципе, чечена. Имя придумал он. Буквально все имена в фильме придумывал именно он. А так героя придумал я. Кстати, сериал особенно полюбился маленьким зрителям. Знаете, дети смотрят и наши фразы, все 4 части, которые дети смотрят с детских садов. Даже утром включают у них им фильмы и смотрят. И наши фразы всегда у них на слуху. И они сами же повторяют. Постоянных спонсоров у авторов сериала нет, поэтому приходится снимать собственными усилиями. Поддерживают друзья. Кстати, хочу сказать, вот где мы находимся, вот на этой территории, если я не ошибаюсь, около 80% снят здесь фильм. Хочу поблагодарить Астана Бигвава, это его дом, он нам разрешил и всегда помогает. Чем может, большое спасибо ему хочу сказать. Если в предыдущих частях была какая-то финансовая поддержка, то 5-ю серию мы сняли абсолютно без денег, то есть бесплатно. Спонсоров у нас, к сожалению, нет, поэтому сложность заключается в том, что мы не можем нанять оператора-постановщика, мы не можем нанять звукорежиссера. У нас в этом смысле очень большие проблемы, поэтому как-то стараемся сами, своими силами как-то, это все-таки касается качества, а если в дальнейшем будущем у нас будет финансирование, то я думаю, что мы намного качественнее сможем дать продукт. В комедии авторы затрагивают такие темы, как честность, трудолюбие и, конечно, любовь.
А блин, да скупхот. ورا ليندا دكتور. А еще семейные отношения и поиски себя. Например, как у героини Ирен Смыр Налы. Моя героиня – это столичная девушка, которая переехала в это село. Это история о том, как она находит себя, как она адаптируется в этом месте. Там уже разворачиваются сюжетные линии, которые вы можете, зрители, которые могут наблюдать в предыдущих сериях. Одной из самых важных тем в 5-й части сериала стала адаптация в новой местности и социуме. Сюжетная линия повествует об отце семейства, который вернулся домой после долгого тюремного заключения. Роль героя исполняет заслуженный артист Абхазии Вианора Айба. Весь жизнь мне испортил! نسمر بخلص انت تسمعي. О главных событиях 5-й части фильма «Участковый чечен» вы сможете узнать уже 19 сентября в 19:00 в Абхазской государственной филармонии. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 19 сентября, на территории Абхазии ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.